Здравствуйте, в эфире информационный выпуск новостей. В студии для вас работает Асан Библаев. Сегодня в нашем выпуске. Новый президент США. Радостная новость для ожидавших получения участка. Строительство полиэтнического центра в Кипу. Новый формат работы и организации Крым-Барлига. Дональд Трамп – новый президент США. Республиканец победил на президентских выборах в 32 штатах. Он набрал необходимое количество голосов для выборщиков для того, чтобы стать главой Белого дома. В этот раз решающую роль сыграли итоги выборов в штате Висконсин, где за Трампа отдали голоса 48,8% избирателей, а за Клинтон – 46%. Накануне выборов большинство социологических опросов показывали, что больше шансов на победу у Хиллари Клинтон. Сама она не стала выступать перед сторонниками после того, как стало очевидно лидерство Трампа, еще накануне считавшегося менее вероятным победителем президентской гонки. Сегодня утром ведущие издания США, основываясь на результаты экзит-полов, отдали победу республиканцу Трампу. А уже к обеду появилась официальная информация – Дональд Трамп – 45-й президент США. Я хочу заверить весь мир, что, продолжая ставить на первое место интересы США, мы при этом будем честно поступать со всеми в мире, со всеми народами и нациями. Мы за партнерство, а не за конфликты. Напомним, что в ходе предвыборной кампании Дональд Трамп в случае своей победы на президентских выборах обещал признать Крым российской территорией. Я не вижу лучшего пути, чем наладить дружеские отношения с Россией, если сравнивать с тем, что есть сейчас. Вместе мы могли бы покончить с ИГИЛ. Неужели было бы не здорово, если бы мы нормально ладили с другими странами? С Россией, например. Я только за, ведь нам надо бороться с террористами. Посмотрите, что случилось во Франции, и дальше будет только хуже. Хиллари Клинтон признала поражение на президентских выборах и поздравила с победой своего соперника, республиканца Дональда Трампа. Поздравил нового главу Белого дома и президент Российской Федерации Владимир Путин. В Соединенных Штатах Америки завершились президентские выборы. Мы внимательно следили за этой кампанией. Хочу поздравить американский народ с завершением избирательного цикла, а господина Дональда Трампа с победой на этих выборах. Мы слышали предвыборные заявления еще кандидата в президенты Соединенных Штатов, которые были направлены на восстановление отношений между Россией и Соединенными Штатами. Мы понимаем и отдаем себе отчет в том, что это будет непростой путь с учетом той деградации, в которой, к сожалению, находятся отношения между США и Россией. Но Россия готова и хочет восстановления полноформатных отношений с Соединенными Штатами. Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что победа Дональда Трампа на выборах президента США свидетельствует о том, что в американском обществе есть серьезный запрос на улучшение отношений с Российской Федерацией. Американский народ свой выбор сделал. Наш президент обозначил ситуацию четко, что Российская Федерация не влияет и не делает попыток повлиять на волеизъявление американского народа. Выборы, на наш взгляд, на мой, по крайней мере, прошли, в том числе с многочисленными нарушениями. Аналогичная ситуация, если бы она была в Крыму или в Российской Федерации, уверена, американскими политиками была бы оценена по-другому. То есть сказали бы, что все это неправильно, нелегитимно и так далее. Российских дипломатов же на самом деле не допускали на избирательные участки, то есть максимально препятствовали формированию объективного взгляда на то, что происходит внутри избирательных участков и в целом, как проходят выборы в США. Но, тем не менее, такой выбор состоялся. Выбор мы приветствуем. С точки зрения внешнеполитического курса президент определит, какой это будет курс наш президент. По словам Сергея Аксенова, сейчас трудно сказать, как поведет себя президент Дональд Трамп в дальнейшем. Но с данным запросом американского общества он в любом случае будет вынужден считаться. Левиза Сидбелялова, телеканал Миллет. Евросоюз внес в санкционный список 5 депутатов Госдумы от Крыма и Севастополя. О расширении перечня стало известно накануне. Решение об этом приняли члены Совета министров экономики и финансов стран-член ЕС. Так в список вошли Руслан Бальбек, Константин Бахарев, Дмитрий Белик, Андрей Козенко, Светлана Савченко и Павел Шперов. По мнению депутата Госдумы Руслана Бальбека, принятое решение – это еще одно проявление западного лицемерия.
В Брюссель я не собираюсь, и в Вашингтон тоже. Нам говорят, что крымские депутаты будут невъездными и персонами нон-грата. Но я не хочу наносить официальные визиты людям, которые проголосовали за разгром традиционных ценностей. Какой смысл ездить на какую-то конференцию, жать руку человеку, когда знаешь, что этой рукой он голосовал за войну в Сирии, за уничтожение мирных граждан, за преследование любого инакомыслия? Депутаты Госдумы легитимны, потому что за них проголосовал народ. Это же относится и к депутатам от Крыма, региона Российской Федерации, также легитимно вошедшего в состав страны. Депутаты от Крыма не ждут каких-либо одобрений от ЕС. Их главная задача — приносить пользу народу, улучшать жизнь крымчан. Счастливые глаза российского ребенка гораздо важнее ликующих воплей евродемократов. Соответствующее решение было опубликовано сегодня в официальном журнале Евросоюза и вступает в силу с момента публикации. До заседания в списке числилось 146 граждан и 37 юридических лиц России и Украины. Радостная новость для ожидавших получения участка. Еще 2 десятка жителей Симферополя и Симферопольского района получили выписки о предоставлении земельных участков в селе Мирное. Торжественная церемония вручения документов состоялась в Совете министров республики. Все подробности расскажет наш корреспондент Нариман Тарсинова. Мы находимся в Совете министров. Прямо сейчас за этой дверью вершится историческое событие. Именно вручение выписок из распоряжения Совета министров о предварительном согласовании предоставления земельного участка. Это позволит провести кадастровые работы и получить заветный участок. Получали долгожданные документы граждане из льготной категории, а также те, кто долгое время стоял на полянах протеста. Эльзара Мирега с семьей снимают квартиру, своего жилья у них нет. Долгие ожидания были не напрасны. Теперь у семьи будет свой участок. Участок ждали 11 лет. 11 лет. Сейчас я снимаю квартиру здесь в Симферополе. На самом деле это очень тяжело, как бы снимать квартиру. Но я надеюсь, что это скоро закончится. В эту минуту собравшихся переполняют чувство радости. Ожидания оправдались. Сдержать эмоции в эту минуту невозможно. Мы очень ждали долго этого момента. 10 лет – это большой срок. Но благодаря вам это все произошло. Спасибо вам, что ваши слова не расходятся с делом. Это очень приятно. Право на получение земельного участка есть у 3000 жителей Симферополя и Симферопольского района. В льготную категорию входят многодетные семьи, ветераны Великой Отечественной войны, а также те, кто включен в реестр и состоят на так называемых полянах протеста. Из почти 15 тысяч так называемых участников всего этого процесса мы сегодня говорим о 7900 людях. И до 1 декабря текущего года мы уже, Виталий Георгиевич, планируем завершить полностью эту работу, включая города Ялта и Судак. Мы будем опираться на реестр, который нами уже сегодня сформирован. И я еще раз хочу сказать, мы завершим его формирование 1 декабря 2016 года. Напомним, в феврале Советом министров был утвержден порядок очередности граждан, которые претендуют на льготное получение земли. К формированию очередности приступили 16 марта. Нариман Тарсинова, Эдем Исмаилов, телеканал Милет. Уже в этом году начнется строительство полиэтнического центра в Кипу. Об этом сегодня говорили в Государственном комитете по делам межнациональных отношений и депортированных граждан. На совещании принимал участие и новый ректор Кипу Чингис Якубов. Также обсуждалось и строительство мемориального комплекса в Сюрене. В этом году территория высшего учебного заведения расширится. Согласно программе будут строиться общежития и новые учебные комплексы. В этой связи участники совещания обсудили вопросы строительства, финансирования и оформления документов. Мы в федеральной целевой программе данный объект считаем в качестве приоритетного, поэтому проводим уже не первое совещание по данному вопросу. И, конечно же, сегодня все службы подтвердили готовность, идем в соответствии с планом графика и рассчитываем, что уже в ближайшее время откроем финансирование и будем участниками уже торжественной закладки и камня, и заливкой фундамента. По словам Заура Смирнова, строительство планируется завершить уже в 2019 году. Средства будут выделены из федерального бюджета. На совещании также принимал участие и новый ректор Кипу Чингис Якубов. Напомним, на должность ректора Чингизбей был назначен в прошлую пятницу. Новый ректор сообщил, что полиэтнический центр будет расположен в центре Симферополя. Земельные документы на него уже оформлены. Я надеюсь, что этот объект сегодня станет той моделью, которая будет показывать наш Крым как центр
взаимодействия различных культур, как основа для созидания, основа для диалога. И я уверен, что в этом центре будут представлены одни из лучших ученых мира, которые смогут послушать не только наши студенты, не только, значит, преподаватели, но и в целом крымское общество, потому что мы должны представлять таких людей и должны с ними быть знакомы. Кроме этого, сегодня в Госкомнатсе прошло еще одно не менее важное собрание. Здесь обсуждались вопросы, связанные с мемориальным комплексом на станции Сюрень. В собрании приняли участие представители Министерства строительства, службы капитального строительства, руководства города Бахчисарай и подрядчики. Строительные работы на объекте строительства мемориального комплекса в поселке Сирень начаты. Заключен договор генподряда с подрядной организацией. Объект на сегодня обеспечен исходно-разрешительной документацией. Есть проектная документация, прошедшая госэкспертизу, сметная документация, получившая положительное заключение проверки достоверности. Сметная стоимость объекта составляет 370 миллионов рублей. Кроме того, Заур Смирнов напомнил, что строительство мемориального комплекса находится под личным контролем главы республики Сергея Аксенова. Строительство мемориального комплекса в Бахчисарайском районе на станции Сирень или на станции Сюрень, как она называлась еще в эпоху до депортации, взято под личный контроль главой республики Сергеем Валерьевичем Аксеновым. Мы знаем, что данный комплекс будет посвящен не только депортации, но и возрождению репрессированных народов, поэтому, конечно, придается большое и политическое, и социальное, и историческое значение. Сегодня мы провели очередное совещание, будем полностью контролировать все этапы строительства объекта. Уже на ближайшее время нами намечен выезд совместно с другими министерствами и ведомствами, которые сегодня имеют непосредственное отношение к реализации данного проекта. И, конечно же, будем отчитываться через средства массовой информации перед крымчанами о том, как идет процесс работы. Строительство комплекса планируется закончить в 2019 году. Планируется, что мемориальный комплекс будет состоять из исторического музея, мечети и церкви. В мае этого года была открыта первая очередь будущего комплекса. Абдулла Джасман, Ибраим Ганиев, телеканал Миллет. Региональная общественная организация Крым-Бірлігі теперь будет работать в новом формате. Об этом стало известно в ходе рабочего собрания организации. Участники собрания отметили, что на сегодняшний день решать проблемы крымских татар необходимо по-другому, как знает наш корреспондент Гульнара Каримова. Решение проблем крымско-татарского народа сегодня требует иного подхода. Только взаимодействие государственных структур с общественными организациями может дать желаемый результат. На собрании были приглашены представители со всех регионов Крыма. Вместе они обсуждали насущные проблемы, которые есть в том или ином районе. Каждый участник предлагал, как им нужно действовать для решения имеющихся задач. Сейчас в России работают хорошие законы. Президент издал закон о реабилитации, начал решать вопрос самозахватов. Но еще нужно проделать большую работу. Впереди еще много нерешенных задач, но они еще не осуществляются. Здесь на собраниях мы говорим о том, что нужно сделать, чтобы быстрее осуществить этот процесс. Сидя молча, мы ничего не добьемся. Только вместе мы добьемся решения проблем. Самоучредитель организации Крым-Бірлігі Рустем Неметулаев подчеркнул, что необходимо работать с общественностью. Он выразил готовность освещать проблемы и чаяния людей на новом уровне. В первую очередь, крымско-татарский народ, он не должен искать крайних либо виновных в той или иной ситуации. Да? Он не должен винить чиновников, тех даже, которые сегодня представлены во власти. Да? Что такое чиновник? Он тоже все знать не может. Да? Для этого и существуют вот такие организации, которые созданы. Тот же Общественный совет Крымско-татарского, тоже Крым-Бірлігі и многие другие. Мы сами должны в первую очередь наладить общение с народом и мониторить, быть неким коммуникатором для дальнейших действий и подсказывания власти, какие проблемы сегодня насущны в том или ином народе. Крым-Бірлігі с недавних пор имеет представительство в Общественном совете при Госкомнатсе. Члены организации решили каждый месяц посещать регионы Крыма и собирать заявления людей, которые затем будут переданы в Госкомнатс. Это позволит ускорить решение проблем. Отсутствие дорог, пунктов ФАБа, проблем много. В один день их в любом случае не решат, но активная работа ведется. Государство выделяет на это средства. В завершении собрания была принята резолюция, согласно которой организация Крым-Бірлігі начинает выезды в регионы Крыма. Также был составлен график посещения районов. Гульнара Каримова, Ибраим Ганиев, телеканал Миллет.
В сентябре 2016 года жители сел Демьяновка, Пожарская, Водная, Лекарственная, Кольчугино узнали, что на склонах гор в 300 метрах от их домов будут размещаться 3 гравийно-галечных карьера некой московской фирмы. Уникальность данной местности в том, что на территории находятся 2 заказника – государственный природный заказник регионального значения «Плачущая скала» и государственный природный заказник регионального значения «Пожарский». Местные жители призывают сохранить окружающую природу и не допустить экологической катастрофы. Подробнее в ситуации разбиралась наш корреспондент София Шукурова. 2 месяца назад жители сел Демьяновка, Пожарская, Водная, Лекарственная и Кольчугино узнали, что вместо сосен и горных склонов из окон их домов будет виден гигантский котлован по добыче гравийно-галечной смеси. Будут уничтожены сосны 30-летнего возраста. Местные жители обеспокоены, что разработка в селах карьера приведет к экологической катастрофе. Люди, которые хотят разрабатывать этот карьер, они в такой беседе сказали, что эта лицензия им выдана на 20 лет. За 20 лет вот этот склон, который мы видим, и сосняки идут под снос. Рядом находится заказник республиканского значения «Плачущая скала». Везде по склону этой горы, вот этого склона горного массива, находятся родники. Что будет с этими родниками, которые питают эту речку Западный Булганак? Они же не будут 1-2 метра снимать, а будут снимать очень глубоко. Перережут водоносные слои. Как заказник он исчезнет. Мало того, что это такая пыль большая будет здесь, дети, школы. Это будет идти со стороны карьера на деревне пыль. А сами знаете, глиняная пыль, она села, дождик приморосил, она превращается в цемент. По словам жителей, на территории, где планируется разработка карьеры, растут краснокнижные растения. Работает предприятие «Фитосовхоз». Там работают сотни местных жителей. Сейчас это село выращивает и лекарственные травы, и выращивает достаточно широкое наименование овощей, которыми кормит не только наш населенный пункт, но и близлежащие села. Без воды, которую мы вот только сейчас посмотрели, безусловно, предприятие не сможет этого делать. Ни одно село не может жить без воды. Не работать, не трудиться, не отдыхать и не жить. Поэтому нам бы очень хотелось, чтобы наши республиканские власти, наши районные власти просто приехали, встали вот здесь, там, где мы сегодня стоим, посмотрели сверху и поняли, что да, быть трагедией или не быть – это в их руках. Уникальность местности еще в том, что здесь, на склоне горы, на территории 2 километров, расположены 6 скифских захоронений и старое мусульманское кладбище. Также, по словам жителей, выпускники школ на этом склоне горы встречают рассвет. Здесь более 100 лет назад было кладбище крымско-татарское. Останки по сей день находят дети, люди. Почему не должен быть здесь просто недопустимый карьер? Потому что на месте лекарства находится подводное озеро. И никто не знает последствий. Если карьер будут взрывать, карьер будут, естественно, нарушать горный покров. Никто даже не представляет экологической катастрофы, которая случится позже. Здесь виден Симферополь, видно море, видно наша природа красива. Поэтому я думаю, что карьеры должны располагаться хотя бы 5 километров от населенных пунктов. Жители всеми силами пытаются сохранить родные просторы. Ранее здесь уже был разработан карьер. Спустя некоторое время его работы были запрещены. На месте бывшего карьера сейчас образовалась свалка. Теперь жители обеспокоены повторением ситуации. Они уже обратились с письмом к президенту Российской Федерации Владимиру Путину и надеются, что будут услышаны и найдут поддержку неравнодушных крымчан. На самом деле это копеечный строительный материал, то есть он не представляет особой ценности. А то, что уничтожит, то, что это просто необратимо. Во времена блэкаута мы приходили, жители 5 сел сюда приходили за водой, потому что 3 суток после того, как выключили свет, на 3 суток было нарушено водоснабжение. Мы 3 суток ходили сюда вереницей, все с бутылочками, чтобы набрать воды. И сейчас это все стоит под угрозой. В случае разработки карьера над скалой будет нарушен водоносный слой, будет нарушена экосистема. Вода со скалы уйдет, и, соответственно, река Булганак, которая является единственной водной артерией всей долины, просто прекратит свое существование. Мы обращаемся к неравнодушным людям с просьбой помочь в нашем деле, отстоять данную территорию и не дать здесь развить карьер.
Наша съемочная группа, чтобы разобраться в ситуации, обратилась к главе республики Сергею Аксенову. Так все же быть или не быть карьеру на заповедной территории? В ущерб жителям и в ущерб территориям делаться ничего не будет. Поэтому Нарай Геннадий Павлович команду получил выехать на место, поговорить с гражданами. Если это нарушает экологическую обстановку, в данном случае вредит в общем, то есть спокойствию в районе, то есть никогда такие решения приняты не будут, какие бы запасы там ни находились. Уже на этой неделе министр экологии и природных ресурсов Геннадий Нараев встретится с жителями сел, где планируется разработка карьера. София Шукурова, Айша Шулакова, Руслан Хохлов, Дмитрий Низовой, телеканал Миллет. В Симферополе прошел субботник по уборке острова в парке имени Гагарина. Остров является территорией, которая имеет особую ценность для сохранения животного мира и подлежит охране. Уборка была организована при поддержке администрации города Симферополь. Принять участие в субботнике удалось и нашему корреспонденту Султане Меджид. На островке парка имени Гагарина прошел субботник. Именно здесь обитают уникальные виды животных. Сейчас здесь можно насчитать более 150 птиц. Островок в Гагаринском парке существует уже очень давно. Доступ людей к нему запрещен, поэтому за все это время на островке сложилась особая экосистема. Там живет 2 вида черепах, более 150 уток, а также там зимуют белые и серые цапли, лысухи, серебристые чайки и водяные курочки. Член общественного совета при Министерстве природы Республики Крым Андрей Артов рассказал о важности таких объектов. Такие участки дикой природы, они создают и такой экологически поддерживают баланс. И больше даже, наверное, они поддерживают баланс психологический. То есть, если вы придете сюда в выходные, вы увидите, сколько здесь людей с детьми, которые ходят, наблюдают за утками. И вот сам факт такого участка дикой природы, недоступного там ни для какой хозяйственной деятельности, он, на мой взгляд, поднимает у людей вообще сознание, понимание того мира, в котором они живут. Общественность инициировала, а администрация города Симферополь поддержала вопрос придания острову статуса особо охраняемой природной территории местного значения. Это будет первый в Крыму природный остров в центре города. Член общественного совета при Министерстве природы Республики Крым Мария Подубная отметила уникальность острова и рассказала, что на нем будут проведены работы по посадке эндемиков. Уникальность в том, что в центре большого города будет совершенно необитаемый остров природный, который будет охраняться. И ведь вы знаете прекрасно, что такое эндемики. Эндемики – это те растения, которые растут только в этой местности. У Крыма 500 эндемиков. Он уникальный во всем мире. Больше, чем у Крыма, нет ни у одного региона мира эндемиков. Например, для сравнения, в Италии 8 эндемиков, в Крыму 500. Мы вообще тут собираемся даже пересадить. Говорят, тут уже растут эндемики, их можно весной видеть, первоцветы. Но мы еще собираемся сюда привезти, посадить эндемиков, чтобы это был вот такой уникальный уголочек. Принять участие в уборке могли все желающие. Помочь решила и жительница города Симферополь Инна Шишова. В подобной акции она участвует не в первый раз. Мусор был, я не могу сказать, что его много. Это на моей практике, субботников мы в городе проводим много. На моей практике это самый легкий субботник, что мог вообще быть в городе. Поэтому очень радует, что это место все-таки чистое. Проведение таких акций в Симферополе становится хорошей традицией. Люди остались довольны проделанной работой. По общим итогам было собрано 250 килограмм мусора, в том числе металл и бутылки. Султане Меджид, Энвер Аблязиз, телеканал Миллет. В Крымско-Татарской республиканской библиотеке имени Гаспринского прошло выступление ансамбля «Крым», приуроченного к открытию Дня крымско-татарской письменности и культуры. На мероприятии побывала и наша съемочная группа. История и культура для каждого народа является неотъемлемым фактором самоидентичности. В свою очередь, письменность дает возможность узнать об этапах становления народа. Крымско-татарский народ имеет богатую культуру, древнюю письменность и литературу. Самый древний памятник крымско-татарской письменной литературы – поэма «Юсуф и Зулейха». Для нас очень важно развитие и поддержка крымско-татарского языка, как языка одного из автохтонных народов Крыма и одного из государственных языков нашей республики. Мероприятие камерное. Хотелось бы, конечно, чтобы более широко этот праздник праздновался и вошел не только в библиотеки, но и другие учреждения образования и культуры. Так и будет, я думаю, потому что начало положено и очень хорошие отзывы у посетителей. Каждый желающий сегодня мог ознакомиться с историей и творчеством крымско-татарских литераторов, окунуться в мир поэзии,
гостей под звуки народных мелодий. На мероприятии выступил всеми любимый ансамбль «Крым». Песни, исполненные их солистами, порадовали гостей и подчеркнули красоту крымско-татарской культуры. Уже второй год подряд библиотека выпускает набор открыток «Ханлык девры Крым-татар шириеты», что в переводе на русский язык крымско-татарская поэзия ханского периода. Этот сборник произведений поэтов ханского периода. Мы бы хотели, чтобы этот праздник проходил на государственном уровне. Наш маленький зал всегда наполняется гостями. Несмотря ни на что, каждый год люди приходят. Наши знаменитости выступают на наших мероприятиях. Хотим, чтобы наши мероприятия проходили в больших залах на протяжении недели, чтобы все народы знали, какая у крымских татар богатая культура. В зале библиотеки собрались школьники, учителя, деятели культуры и искусства. Сегодняшнее наше мероприятие очень важно. Культура и письменность нашего народа всем интересна, и интеллигенции, и детям, и простым людям, так как проблема письменности в рамках нашей культуры очень актуальна. До 1928 года крымско-татарский язык пользовался арабским алфавитом. С 1928 по 1939 – латинским, так называемый новый тюркский алфавит, известный также как яналиф. А с 1939 года и по сей день кириллицей. Гульнара Каримова, Алишер Алеймов, телеканал Миллет. А это все новости на сегодня. В студии для вас работал Асан Абиблаев. Оставайтесь с телеканалом Миллет. До новых встреч в эфире.